принципиально выбрала якутское название Сулус. И мне хотелось, чтобы все любители бега чувствовали себя звездами. То есть вы бегуны, вы уже звезды. Если ты занимаешься бегом, если ты ставишь цели и достигаешь, ты уже звезда. То есть это же не бизнес, это про то, как человек любит, любит свою родину, любит бег, любит действительно свою жизнь и хочет реализовать такой проект. Не часик бег. Всего часик. Да. Наша визитная карточка — это холод, мороз. Действительно. В следующем году обязательно поеду туда бегать. Да, как раз, мне кажется, у Тани подготовка хорошая в плане. Вот она же уже бегала в минус 48, почти минус 50, и, в принципе, продолжает тренироваться в столь экстремальных условиях. Минус 51 я бегала. И люди выбирают такие марафоны не просто так, то есть они хотят проверить себя, готовятся годами и принимают участие. То есть мы меняем жизнь за счет того, что мы меняем мышление. Если человек не меняет мышление, то он будет стоять на одном месте. Онлайн-формат круче, потому что действительно ты, живя даже в деревне, где-то в Якутии, ты можешь развиваться. Это очень круто. И сейчас много чего доступно. Главное было бы желание. Вот когда ты знаешь свою миссию, ты знаешь, что ты будешь делать. То есть книга — это один из пунктов. Всем привет! Добро пожаловать в новый выпуск подкаста «Твоя беговая история», где мы говорим про бег. Мы ведущие Таня и Настя, и сегодня у нас в гостях мастер спорта России по легкой атлетике на марафонской дистанции, предприниматель, основатель и тренер школы бега «Лидер Ран», основатель агентства недвижимости, мама 3 детей, многогранная личность и с недавних пор автор книги Марфа Троева. Марфа, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Мы очень рады, что вы нашли время в своем плотном графике и пришли к нам, и поздравляю с выходом книги. Спасибо. Спасибо за приглашение. И первый вопрос, который мы бы хотели вам задать. В последнее время мы замечаем, что бег стал повсеместно пользоваться очень большой популярностью. Очень многие предприниматели, чиновники находят время в своем плотном графике для того, чтобы включать бег. Расскажите, пожалуйста, бег сейчас в тренде, и почему он пользуется особой популярностью у успешных людей? Хороший вопрос. Бег — это не только физическое занятие. В беге есть еще развитие личности, то есть и ментальное здоровье, физическое, духовное развитие. Поэтому люди, которые уже достигли высоких результатов, они это чувствуют, они это практикуют. И когда случился тренд, бум, развития любительского бега, их стало больше. Повлияла пандемия. Как раз в этот период мы сидели дома, но после, то есть постепенно, когда уже разрешили выходить из дома, люди почувствовали разницу. То есть действительно движение помогает не только развиваться физически, но и ментально. И таким образом, то есть мне очень нравится то, что именно достижение в спорте помогает также достигать цели в жизни. И как раз-таки книга про это. И я на самом деле очень счастлива и даже, знаете, удивлена тому, что книга появилась именно в этот период, то есть именно сейчас. Вначале планировали книгу выпустить в 2024 году, но так получилось, что книга сама выбрала 2025 год. Наверное, сейчас время пришло. Да, и сейчас как раз мы много говорим про баланс, как важно все наши сферы синхронизировать и гармонично, то есть гармоничный образ жизни действительно сейчас также в тренде. И тема книги и вообще в целом миссия книги — это про то, как важно заниматься бегом осознанно. То есть это книга про методику осознанного бега, которая имеет 3 упражнения: бег с установкой, бег с запросом и медитативный бег. То есть эти упражнения я сама практиковала.
когда я сама испытывала кризисные периоды, то есть в жизни, и поняла, что важно мне делиться, как бег мне помогает дальше двигаться. То есть я могла сдаться, я могла действительно остановиться и перестать бегать. Но в трудные минуты, в трудный период жизни я наоборот выходила на пробежку, я наоборот продолжала двигаться вперед. То есть и с каждым годом у меня мое желание усиливалось. То есть эта книга появилась не сразу вот именно с какой-то идеей, это потребность. То есть я действительно очень хотела поделиться с опытом, у меня прям это тело подсказывало, я прям, знаете, был период, когда из-за того, что я не могу ничего сделать, мне было очень тревожно. То есть я могла там дрожать, и я прям хотела, как мне выйти в люди. Есть инструменты, да, вот как Инстаграм, например. Можно также записывать видео, говорить, много говорить и выходить. Но я выбрала именно текстовый вариант вначале. И сейчас понимаю, что важно также говорить. То есть важно голосом выходить также и делиться своим опытом, своими мыслями, миссией. То есть это тоже будет полезно людям. То есть действительно сейчас мы можем наблюдать, что бег для многих людей, да, является некой опорой, да, то есть именно фундамент, да, то есть для того, чтобы как бы помочь вытянуть себя из каких-то критических ситуаций, то есть, да. Но это важно чувствовать. То есть говорить легко, а на практике на самом деле сложно. Вот, например, кого-то не стало, да, из родных, и человеку действительно плохо. Вот прям энергия падает, ты не можешь ничего сделать. То есть каждый человек по-разному испытывает эту ситуацию. Бывает так, что действительно человек просто лежит и не может встать. И поэтому, когда человек понимает, да, вот именно осознание того, что тебе важно встать и просто выйти на улицу и двигаться вперед. И вот это понимание, оказывается, я сама вот с опытом поняла, что не каждый может понимать. То есть ты можешь 1000 раз человеку говорить, что важно двигаться, вот бег поможет тебе, нет. То есть он может вообще по-другому об этом думать. И вот это вот поэтому слово осознание, да, осознанный бег немного отличается от обычного бега, который мы больше практикуем. Ну вот, если честно, то мне вот именно ваша методика осознанного бега очень близка, потому что я сама тоже вот чувствую тоже потребность, когда бывают какие-то очень сложные ситуации, которые требуют моего какого-то решения, принятия решения, то я чувствую, что когда я бегу, то есть не когда я сижу дома там на диване, в телефоне, да, там, например, да, скроллю Инстаграм, да, как сейчас вот многие делают, да, я чувствую, что так я наоборот как будто бы погружаюсь в себя и продолжаю самокопание, да, но когда я выхожу на пробежку, то есть когда я начинаю двигаться, то я чувствую, что само решение, сам ответ мне приходит именно во время бега. Да, но важно это использовать. То есть приходит, и это не просто так приходит, да, то есть бывает так, что даже в конце ты забываешь. То есть в моменте, вот ты бежишь, например, ты по плану бегаешь 8 километров, а на каком-то, например, на 4-м километре ты чувствуешь, вау, пришло какое-то осознание. Но ты думаешь, что сохранишь эти мысли, но нет, не всегда сохраняется, там вот на протяжении последних километров уже забывается. Поэтому если я действительно практикую упражнения, то есть бег запросом, да, вот я вышла на пробежку и знаю, что вот сейчас я буду получать ответы. И тогда я начинаю сохранять. То есть бегаю, и я могу голосовые сообщения себе отправляю. Ну, то есть себе отправляю и таким образом сохраняю. Раньше я могла даже остановиться и сама себе отправляла сообщения. Ну, то есть в текстовом варианте. Но текстовый вариант, как бы со временем ну, как бы тебе надо останавливаться, или на ходу пишешь. Сейчас вот голосовые очень хорошо идут. Вот. И, ну, то есть именно бег запросом и медитативный бег немного отличаются. Медитативный бег — это когда ты бежишь, и прям бывает так, что ты отключаешься. То есть ты бежишь, и прям как-то вот на автомате просто двигаешься. Вот. И я, если медитирую, то есть я бегаю, например, 2 часа, да, или больше, час 30, то есть бывает, выбираю вид именно бег с аудиодорожкой, вот есть в книге.
слушаю подкасты и выбираю те подкасты, которые мне нужны. Ну, то есть выбираю тему, могу выбрать и личность, ну, то есть человека, которого я хочу послушать. И вот инсайды приходят как раз такие вот на таких пробежках, вот, потому что ты начинаешь узнавать какую-то, ну, то есть другую информацию, и все это ты начинаешь сохранять. А бег с запросом – это когда ты выходишь и задаешь себе вопросы. Ну, то есть, например, тебе надо выбрать из двух вариантов какой-то ответ, выходишь и получаешь. То есть сразу отсеивается то, что тебе не надо. Потому что организм начинает обновляться. То есть ты потеешь, двигаешься вперед, идет фильтрация, и ты понимаешь, что один вариант из них, например, не подходит точно. И ты начинаешь, все, я выбрала ответ. У меня есть, да, спортсмены, которые вот, практикуют. Если я задаю какие-то вопросы, они говорят: Марфа, я сейчас выхожу на пробежку, потом дам ответ. Да. И вот бег и саморазвитие на самом деле это новое. Я сейчас наблюдаю в Инстаграме, люди начали копировать даже мои мысли. Да, ну то есть люди начинают читать и оттуда берут какой-то контент. И сейчас же, ну то есть вообще, если говорить про комьюнити, больше чисто бег, да, то есть популярно, там музыку какую-то динамичную ставят и бег, да. А вот смысл именно то, что бег помогает развиваться ментально, физически, это вот буквально, ну, в прошлом году начали, да, такие контенты появляться. И я думаю, что в этом году тоже будет скачок. Вот хочется развивать именно осознанный бег, то есть именно использовать слово осознанный. Вот, есть, вот я тоже делаю наблюдения, есть хэштег «Осознанный бег», и там есть видео бегунов из других городов, то есть они снимают тоже видео и ставят хэштег «Осознанный бег». То есть у них свое понимание осознанного бега. Но мне кажется, они, может быть, не копируют, а вдохновляются вами. То есть да. Они читают ваш блог, и когда мы читаем интересный блог, мысли интересного человека, и которые нам эти мысли близки, мы неосознанно думаем так. Ну, то есть неосознанно начинаем думать так, неосознанно перенимаем его мышление. Возможно, как бы это с этим связано, да? Просто осознанный бег раньше, вот пока книга не выходила, тоже про это говорили. Но вот просто у каждого свое понимание. У кого-то просто медитация, медитативный бег. И также в медитативном беге, ну то есть медитативный бег люди по-разному тоже представляют. Некоторые вообще отторгают, говорят: нет, бег медитации, откуда вы взяли. Ну то есть, да, есть и такое мнение. Но я скажу, что да, есть действительно. То есть когда ты бежишь, вот представьте, час, 2 часа, 3 часа человек просто бегает, движение. Это не просто так. Раньше, когда я бегала, занималась легкой атлетикой, вообще очень мало же бегунов было. Ну, то есть тренировались только те, которые вот с детства, да, тренируются. То есть час бега, вот для многих казалось, что это очень много, вообще очень много час. Как это час, ты просто бегаешь, держишь один темп. А сейчас это как будто, да, я сегодня часик бегаю. Всего часик. Да. Появилась уверенность, и все почувствовали, насколько они, оказывается, крутые, да, вот, оказывается, организм может выдержать такую дистанцию, час. Вот. То есть с каждым годом человек продолжает развиваться, умнее становится, и вот и наше физическое состояние тоже лучше становится. Вот. А так вот вы стояли у истоков любительского бега в Якутии, да, вот как вы говорили о том, что раньше бегали только спортсмены, профессионалы, да, то есть или студенты Института физической культуры и спорта, да, и вот в 2017 году появилось беговое сообщество «Сулу Спорт» как раз, да,
И до Сулуспорта, мне кажется, о любительском беге мало кто говорил. Вообще об этом не говорили. Что такое понятие любительский бег? Да. Как будто бы у нас, по крайней мере, в Якутске, в республике такого понятия не было. И вот как вы сейчас видите текущее состояние любительского бега в Якутии и его потенциал для роста? Вот. Ну, сейчас больше фокус идет на развитие беговых клубов. Стало больше. То есть раньше мы сами как беговой клуб развивались, да, то есть беговой клуб Сулуспорт. И мы один из первых вообще беговых клубов в стране. То есть в Москве было очень мало, и мои знакомые тоже открывали беговые клубы. И вот я почему решила в Якутске открыть, потому что был период, когда я почувствовала, что сильно отделилась от Якутска. Ну, то есть от Якутии, и такое патриотическое, наверное, да, вот это вот, да, чувство. И очень хотела развивать именно такой любительский бег. Любительский бег и дать возможность людям почувствовать, что действительно могут бегать. И я сама, как любитель бега, прям горела этим желанием. И вот начала работать в 2015 году с любителями бега. Вот, и решила назвать именно, вот принципиально выбрала якутское название Сулус. Сулус спорт — это про то, как... Почему Сулус, да? Сулус — это звезда. И мне хотелось, чтобы все любители бега чувствовали себя звездами. То есть вы бегуны, вы уже звезды. Если ты занимаешься бегом, если ты, да, ставишь цели и достигаешь, ты уже звезда. То есть вот поэтому... Ты уже смог встать и прийти на да, стадион, да, получается. Сулус — это, да, вот звезда спорта, да, переводится. И вот получается, постепенно мы начали развиваться, и были тренеры. И так, на самом деле у нас развитие такое очень, такое, как ультрамарафонец. То есть держим такой один темп и продолжаем развиваться. И вот с этого года, да, много чего будет меняться. Получается, хочется сейчас более масштабные забеги хочется организовывать. То есть мы действительно смогли реализовать множество таких небольших забегов. В день Святого Валентина мы организовывали, 8 марта, 23 февраля забеги. Вот, кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что 14 февраля у нас будет также забег, называется «Влюбленные в бег». Вот, медаль в виде сердечки. То есть... Я как раз видела вот календарь забегов, и там был. Да. У нас будет коробочка, вот 1 февраля мы хотим поставить, чтобы бегуны оставляли свои валентинки, и вот как раз 14 февраля будем раздавать. Вот, да. Такая, да? Можно оставить валентинку? Да, валентинку бегуну можете оставить. Интересно, на самом деле. Вот. В прошлом году мы организовали более такой масштабный забег Финран. Принимали участие из других городов бегуны. Вот. И хочется вот корпоративные истории тоже развивать, беговые клубы, то есть чтобы между беговыми клубами также, да, какие-то соревнования проводились. То есть больше вот такой командный дух, на развитие командного духа. То есть если даже бегуны тренируются для себя, ну, имеется в виду, все мы для себя, да, тренируемся, просто есть те, которые вот как раз-таки больше практикуют осознанный бег, то есть они не ставят спортивные цели, они больше вот ставят жизненные цели и продолжают развиваться. И они тоже могут принять участие, то есть собрать свою команду, да, и назвать, например, цветочки, и принимают участие. Командный дух очень важен вообще в личностном развитии. То есть мы развиваемся не в одиночку, а именно в команде. Осознанный бег — это больше про одиночный бег,
да, бег в одиночку. Но это не говорит о том, что тебе надо постоянно бегать в одиночку, нет. То есть, находясь даже в толпе, в группе, ты бежишь, и ты фокус делаешь в свою сторону, то есть свой организм, свое тело. И это приходит с опытом. То есть сразу фокусироваться на свое тело очень сложно. Когда ты бежишь вот с друзьями, все равно человек начинает откликаться на какие-то слова вот соседа, да, там общаются между собой, и фокус туда идет. А вот научиться именно в такой момент фокусироваться на себе. Это очень такая непростая задача на самом деле, но с опытом приходит. А вот вы рассказали про Финран, вы очень много организуете в Якутске забеги, в Москве. И расскажите, пожалуйста, с какими трудностями вы сталкивались, когда организовывали забеги в Якутске, и удается ли вообще заработать на организации забегов? Организация забегов изначально была для души, да, для души, и больше действительно это как хобби было. Но сейчас хочется больше формата бизнес-продукта сделать, потому что этот переход важен. То есть вначале, когда ты небольшие забеги организовываешь, ну, то есть сейчас, вот 14 февраля мы организуем тоже небольшие забеги для души, да, то есть, но важно не забывать о том, что это работа команды, и люди, которые причастные, да, то есть они должны также получить свою энергию. Это говорит о том, что важно, то есть распределить, да, то есть все четко должно быть запланировано, все четко должны знать, кто сколько может получить свою зарплату, да, если так прямо говорить. То есть не должно быть все это бесплатно. Да? То есть любой труд должен быть оплачиваемый, потому что организаторский труд это очень сложно. Это очень сложно. То есть я сама вот эту внутреннюю кухню сама, все это операционку, когда ты руководитель, без твоего наставничества никак. Ну, вот все забеги, которые вот Сулспорт организует, спонсором являюсь я. Бывает, конечно, на каких-то мероприятиях мы привлекаем спонсоров, и на самом деле я очень благодарна всем нашим спонсорам, да, которые продолжают поддерживать наши проекты. Но в основном все равно важно, вот когда ты заказываешь медали, вот сейчас, например, на 14 февраля мы заказывали уже медали, и ты вперед все это оплачиваешь, и вот будут продаваться слоты. Ну, то есть такие небольшие забеги это одно, а когда ты организовываешь более масштабные забеги, там уже, да, даже один баннер, да, сколько стоит. То есть каждый раз у тебя все равно меняется. То есть и вот этот баннер, который там написан 2025, уже как бы в этом году не действует. Вот. Поэтому вообще очень хочется, чтобы бегуны все это ценили, понимали труд других бегунов. И как вы знаете, стоимость вообще материалов и всего с каждым годом все дороже и дороже. Вот. А вообще, если говорить про организацию забегов, у меня есть огромное желание организовать масштабное мероприятие в Москве. Вот видите, у меня постоянно направление идет в Якутск, даже несмотря на то, что я вот нахожусь больше в Москве. Вот. Ну, вот, получается, я мама еще вот маленьких детей, и учитывая все это, конечно, темп на самом деле сильно снизился, ну, то есть темп именно развития. Вот, и получается, мне приходилось фокус делать еще в сторону агентства недвижимости, и поэтому вот это вот держать в балансе все это, да, очень сложно, но вот как видите, оказывается, можно, но вот когда ты делаешь, например, фокус в сторону, например, спорта, то чуть страдает, например, другая сфера, да. Но и важно отсеивать то, что действительно забирает много энергии, ресурсов. И вот сейчас постепенно, да,
много чего, от многих задач я начала отказываться, да, и это на самом деле нормально. Когда ты развиваешься, важно отсеивать то, что тебе не надо и не подходит. И вот получается, фехтование мы развивали еще. Да, помню, привозили, да, получается, преподаватели. Ну, фехтование сейчас продолжает развиваться, просто вот этот толчок и показала, как можно развивать. То есть обучение тренеров, то есть экипировку, я все это, ну, как получается, из личного кармана все это внесла вклад, то есть у нас не было никаких спонсоров, вот, и я очень рада, что вот продолжает этот вид спорта развиваться в нашей республике. Вот я хотела бы добавить, вот вы сказали о том, что бегунам следует как бы ценить то, что у них есть, да, это действительно так. И если мы хотим, чтобы легкая атлетика развивалась, любительский бег в городе Якутске, у нас в республике Саха-Якутия развивался, то мы должны поддерживать своих организаторов, да, свои мероприятия, свои спортивные забеги, то есть не поскупиться, купить слот, да, то есть не говорить, что почему он так стоит дорого, да, то есть потому что за этим стоит большой труд организаторов. Да, раньше у нас наши слоты стоили 900-500 рублей. И, да, были вопросы, а за что слоты? Ну, то есть за что мы оплачиваем оргвзнос? То есть, ну, вот будут медали, грамоты, да, то есть получается, это все можно получить бесплатно. Ну, то есть люди думали, что так можно бесплатно получить. Ну, то есть, на самом деле, это не только... Да, очень сложно. Да, это продвижение. То есть, почему-то людям кажется, что вот сейчас мы напишем один пост, да, или отправим положение, и все придут. Вот, честно, не так. То есть, я сама уже сколько раз через это прохожу, и вот наша команда Сулспорт, да, вот амбассадоры, мы знаем, что просто составить положение – это одно дело, а тебе надо постоянно об этом рассказывать, да, то есть видео, что-то, кого-то привлечь, какую-то рассылку сделать, то есть там очень много поэтапная работа идет. И вот многие не знают именно вот эту внутреннюю кухню. И вот каждый забег, если мы организовываем все, я говорю, опять энергия выходит на этот забег. То есть бывает так, что настолько вот ты хочешь, да, реально круто организовать, и ты прям всю энергию туда тратишь. Ну вот очень много зависит от команды. И вот в этом году много изменений на самом деле. Ну, не в этом, а в 25-м году. Вот. И важно именно, чтобы люди, которые тебя окружают, понимали, да, как бы такое, работа должна быть в взаимопонимании, поддержке. Когда ты растешь, а у человека другое мировоззрение, по-другому, если думает, то все. То есть вот важно, чтобы команда тоже вместе поднимались, да. Ну вот сейчас, если говорить про Якутск, да, действительно, очень хочется, чтобы люди понимали, ценили наш труд, и вот сколько мы уже 10-й год, да, продолжаем развиваться, и вот хочется, чтобы вот в команде, да, все вместе продолжали расти. И вот СР бегунов мы организовывали 2 или 3 года назад. Прям первый СР бегунов очень прям мне понравилось, там мы очень масштабно было, все были с флагами, да, и холодай, то есть девушки холодай надели, медали были, беговые кроссовки, ну то есть очень красиво, очень, да, масштабно. Была какая-то своя самобытная история, да, да. Вот, и при этом спортивное мероприятие, да. В контексте своих. Да. Ну вот хочется вот СР бегунов тоже продолжать развивать. Да. А какие у нас планируются в этом году забеги любительские в республике? В этом году будет новый забег в Горном Улусе, село Бердигостях.
ближе к осени. Я очень рада на самом деле, потому что, во-первых, рядом с Якутском, и во-вторых, это место, где я выросла, родилась. Вот. Будет еще в Сундар, впервые, да, получается, да, организовывать, и в Нюрбе. Если не ошибаюсь, в Нюрбе тоже. Ну и получается уже традиционно в Маинском Лусе. Вот. Ну и якутский полумарафон планируется, и еще будут трейловые забеги. То есть, видите, лето тоже насыщенное, любителям бега важно будет выбирать, вот, и да, принимать участие. Также Финран будет, также в сентябре месяце. Вот, то есть забегов достаточно для нашей республики. И, пользуясь случаем, хочется обратиться к любителям бега из Улусов, что мы поддерживаем всех бегунов, то есть каждый любитель бега нашей республики может обратиться к нам, если, например, не знает, как начать бегать или как продолжать развиваться. То есть мы можем подсказать, например, какой-то беговой клуб или помочь вообще ставить цели, да, спортивные. Вот, то есть мы поддерживаем всех любителей бега нашей республики. А вот вы рассказывали про спонсоров, точнее не рассказывали, расскажите, пожалуйста, как вы выстраиваете работу с партнерами и со спонсорами? То есть как вы находите спонсоров? Да. По-разному. То есть есть спонсоры, которые сами заявляются, есть спонсоры, к которым мы, да, сами выходим на связь. Ну, то есть сейчас на самом деле сложно вообще находить спонсоров, но учитывая, что любое комьюнити развивается. Вот мы бы хотели проговорить про забеги. В этом году как раз в Якутии в эти дни сейчас проходит марафон «Полюс холода». И мы бы хотели спросить, почему бег в столь экстремальных условиях сейчас становится популярным, и это может быть новый вид туризма сейчас у нас в республике? Как я вижу, да, этот подход, человек развивается, и ему уже скучно просто бегать. И ему важно как-то проявляться дальше. «Полюс холода», марафон, сейчас самым в тренде на самом деле. Вот сейчас еще 3 года, это точно, 3 года, и я очень рада, что вот семья Неустроевых, кажется, да? Одна семья, вот, которая живет в Миконе, они решили вообще начать эту историю, то есть они начали организовывать этот марафон. На самом деле это убыточный, это даже не бизнес, это про то, как человек любит, да, любит свою родину, любит бег, любит вот, действительно свою жизнь и хочет вот, реализовать такой проект. И вот, если честно, там минус большой. Я буквально вот на днях узнала, люди вообще реально фанаты организовывают это мероприятие. То есть вот в прошлом году большой минус был, и в этом году уже также в минусе. То есть поэтому не стоит думать, что вот 25 тысяч, да, стоит слот. Это нормальная стоимость, то есть для такого экстремального марафона. То есть от Якутска сколько километров? Да, удаленность, да, то есть Аймикона от да. столицы города. У них там такой крутой этот пакет. Да. Еще пакет. Да. Они могли бы, как и на других забегах, что-нибудь типа положить там чуть-чуть, да, но у них прям там одежда, жилеты, футболки, все, короче, брендированные, шапки, вот эти вот. Баф хороший, да, качественный. Да. Очень много. Ну вот на самом деле вот такие экстремальные забеги давно проводятся. Есть еще забег в жару, ну то есть у нас полюс холода, а там получается пустыня, да, бег пустыня, там наоборот плюсовая температура. И люди выбирают такие марафоны не просто так, то есть они хотят проверить себя.
готовится годами и принимает участие. Я поддерживаю такие забеги. В Действительно, следующем году обязательно поеду туда бегать. да, как раз мне кажется, у На Тани пятерку можно. подготовка Да. хорошая в плане, вот она же уже бегала в минус 48, да, Да. почти минус 50, да, и в принципе продолжает тренироваться в столь экстремальных условиях. Ну, вот, а Минус Таня, 51 я бегала, даже самый так, даже максимум. так. Да, ну все, тебе Самый точно минимум. путевка на Мекон точно. Есть, да. Да, следует себя проверить, испытать свои силы. Мгм. Вот как раз мы пришли к вопросу, да, в прошлом году беговое сообщество очень удивило новость про то, что Лидер Ран закрывается, то есть один из самых крупных беговых клубов, очень успешных беговых клубов в городе Якутске закрывается и переходит в режим онлайн, да, и остается в городе Москве офлайн, получается, да. Хотя, вот как мы говорили, сегодня вспоминали о том, что Лидер Ран собрал вокруг себя достаточно большое количество очень успешных бегунов, да. Вот, и вот сейчас в каком формате работает Лидер Ран? Лидер Ран с 2017 года работает. Сейчас мы больше фокус делаем на Москву и продолжаем держать формат онлайн. А так очень хотела действительно, чтобы наша школа бега развивалась в Якутске. И такие реализовали. Вот тренером стал Арман Савин, мой ученик. И вот до 25 года, получается, да, мы развивались. И я на самом деле очень рада, что, да, вот такие теплые слова сказали. То есть я нахожусь в Москве, а тут, получается, ребята с Ромой, да, тренировались. И, конечно, вот эта удаленность, она сказывается. То есть я все вижу это в электронном виде. Вот в год пару раз приезжаю, вот, но это как бы недостаточно, да, как вообще хочется видеть, как работа идет. Ну и взаимоотношения очень важна. И сейчас мы фокус делаем в Москве, и немного поменялась миссия. Мы сейчас сотрудничаем еще финансовым университетом, то есть мы запустили курс по теме бега, то есть получается мы более масштабнее стали. В финансовом университете учатся люди из разных городов, стран, и у них появляется возможность также пройти наш курс по бегу, и спикерами являются также люди, уже достигшие высоких результатов, и они делятся своим опытом, как бег им помогает в личностном развитии. То есть я очень благодарна людям, которые поддержали этот именно проект с финансовым университетом. Вот. А дальше, да, у нас будут тренера, и сейчас уже продолжают работать и мастера спорта международного класса, у которых уже есть багаж опыта. И мы будем записывать и также курсы, вебинары будем организовывать. Так что каждый любитель бега может принимать участие и продолжать развиваться. А вот вы говорили про онлайн-формат, и вообще какие преимущества есть у онлайн-форматов, у онлайн-тренировок, программ? Да, онлайн-формат имеет преимущество, то есть я сама начала работать в формате онлайн в 2015 году, и вот спортсмены, с которыми я работаю до сих пор, да, получается, да, они продолжают показывать результаты. Тут зависит от самого спортсмена, да, как он принимает вообще онлайн-формат. Есть онлайн-формат, когда ты с тренером вот так вот, ну, то есть в прямом эфире тренируешься, да, выполняешь какие-то упражнения. А есть онлайн-формат, когда тренер составляет план тренировок, отправляет и может снять еще видео, да, объяснить, как выполняется, например, это упражнение, и отправляет спортсмену.
Но это не говорит о том, что спортсмен будет все это четко, 100% выполнять. Да? То есть спортсмен может это вообще, может это видение открыть даже, да? Просто прочитает план тренировок и как понимает, так и может выполнить. Поэтому тут очень много зависит от взаимопонимания. И да, самодисциплина. У нас есть спортсменка, которая вот со мной работает 10 лет. 10 лет. Я вот осознаю, ну, то есть осознание приходит позже, и понимаю, что 10 лет с тобой. Конечно, были спады в плане каких-то недопониманий, но вот видите, мы смогли все это преодолеть, и 10, вот 11-й год идет. Я даже понимаю, о ком вы говорите. Да, 11-й год, и мы вместе работаем. Это получается вот каждую неделю на связи. Вот каждую неделю, вот на протяжении 10 лет. Это вот как ты родила, да, родила ребенка, и ты начинаешь, да, с ней работать, и вот уже подросток. Вот. То есть, да, очень Я интересно. понимаю, у меня есть 10-летний ребенок, и это так много, кажется, 10 лет, это вообще. Да. А так сейчас вообще хочется сказать, что мир любительского бега очень сильно поменялся. То есть нет понимания, что вот у тебя есть тренер, и тебе важно с ним работать в долгую. Сейчас вот это любители бега сами так, вот такой тренд, да, добавили в наше беговое сообщество, так скажем. То есть они могут вот потренироваться с одним тренером 2 года, например, потом могут перейти к другому тренеру. Для них это нормально. То есть нет, вот у меня все-таки есть такая старая закалка, да, когда у тебя есть тренер, и ты с ним работаешь реально. То есть до достижения целей, да. Из-за того, что любители бега вот так вот оценивают, да, работу с тренером, сейчас тренеры также начали относиться к любителям бега. То есть они, если раньше тренер делал действительно вклад, ты можешь бесплатно тренировать своего спортсмена, ты ему помогаешь даже вот прям покупать экипировку, например, да, или еще с питанием помогаешь, то есть ты делаешь вклад дополнительно, ты бесплатно тренируешь, еще делаешь вклад, уделяешь внимание больше, ты звонишь, спрашиваешь, ты лег спать или что ты сегодня кушал, там, то есть вот такие вот. Настолько фундаментально. Да. А сейчас из-за того, что любители бега сами начали как-то относиться, ну как бы легко просто, да, и тренеры также стали относиться. То есть у них есть уже четко, вот я вставляю план тренировок, сколько это стоит, там это. Ну то есть, потому что это уже надо. Есть разные категории людей. То есть есть те, которые действительно вот так вот могут перескочить, да, то есть тренироваться с одним тренером, потом с другим, а есть действительно люди, которые выбирают вот одного тренера, и вот как вот, наша спортсменка, да, 10 лет, вот, ну, то есть ты уже знаешь, какое здоровье у спортсмена, то есть какой режим, и на самом деле тренеру легче, ну и спортсмену в том числе. Но важно тут, конечно, и расстояние учитывать. То есть важно, да, держать дистанцию. От человека, короче, зависит, как вообще. Все от людей зависит самих, на самом деле. Да. А так онлайн формат я поддерживаю. Я сама вот развиваюсь онлайн, то есть вот тема саморазвития, да, саморазвитие — это когда человек сам развивается. То есть вот слушая подкасты, слушая какие-то лекции, продолжаешь развиваться. То есть развитие — это про мышление больше. То есть мы меняем жизнь за счет того, что мы меняем мышление. Если человек не меняет мышление, то он будет стоять на одном месте. Вот.
онлайн-формат дает вот доступность, вот, открытость, то есть нету никаких ограничений. Вот мой тренер находится в Москве, и я буду жить только в Москве. Нету такого понятия, да, то есть да, я вообще за то, чтобы у людей не было ограничений. Вот сейчас мы развиваем проект на Бали, и многие мне говорят: Марфа, ты такие нереальные проекты показываешь. Почему нереально? То есть все реально. Я показываю, как мы зимовали на Бали, как мои дети там учились, развивались, то есть продолжали знакомиться с другими детьми из других стран. То есть все реально. Вот наше агентство называется СЕР, да, Земля. Земля — это наш дом. Ну, то есть планета Земля — это наш общий дом. И ты можешь находиться в Москве, в Якутии, на Бали, в Дубае, вообще без разницы. Просто тебе важно долететь. Вот сейчас самолеты есть, да? Раньше вот не было. Вот сейчас просто надо приобрести билет, там визу сделать или еще что-то. Ну, то есть и все, ты можешь попасть в любую страну и там развиваться. Либо, ну, то есть вот почему онлайн-формат круче, потому что ты, живя даже в деревне, где-то в Якутии, ты можешь развиваться. Это очень круто. У нас есть спортсмены, которые учились из Чурапчи, Мегина Кангаласского луса, Чакурдаха учились. Ну, то есть у нас вообще Финляндия, Франция, из Америки учились. То есть у нас нет ограничений. Большая, да? Вот когда у нас был формат онлайн, да, изначально, многие с нами учились. То есть это потом, когда вот после пандемии много онлайн-школ стало. Тут, конечно, и произошли изменения, статистика немного поменялась. Но вот хочется возобновить и, да, продолжать развивать наш любительский бег и за рубежом. Сейчас очень важно также понимать, что тренеры, любители бега, они тоже разные. Поэтому важно выбирать именно своего тренера, который знает. И вот мне, честно, не нравится, когда вот развивают тренеров любительского бега немножко в другом формате. У нас в России есть один такой эксперт, который зарабатывает столько-то денег, учитесь на тренера любителей бега, то есть фокус на зарабатывание денег. У меня не было цели заработать денег, то есть мне хотелось поделиться своим опытом и помочь людям, да, вот, достигать спортивные цели. А достигать спортивные цели — это функциональная работа. Ну, имеется в виду, спортсмену важно развивать выносливость, терпение, развивать координацию, то есть много, да, таких качеств. И да, вот человек учится достигать спортивные цели. Ну и психологическая часть тоже очень важна. А как вы сейчас себя позиционируете в первую очередь? Вот на данный момент, вот Марфа Троева это мастер спорта по легкой атлетике, прежде всего, да, тренер, предприниматель, инвестор или организатор мероприятий. Вот какое направление у вас сейчас в приоритете? Я больше вижу себя как ментора. Ментор — это, ну, то есть и тренер личностного роста. То есть я вижу себя все равно как тренера, коуча, и вот как раз в книге тоже об этом есть. То есть мне нравится работать с людьми, но учитывая то, что я больше делаю фокус на личностное развитие, вот именно как ментор мне хочется больше на масштаб, да, то есть влиять своим опытом именно на большую аудиторию. Я люблю большие проекты, и, знаете, понимание пришло позже. Когда я начинаю фокусироваться на какие-то мелкие проекты, у меня вообще сильная тревога. То есть сильная тревога, потому что это забирает кучу времени, кучу энергии. И вот ты на самом деле имеешь большой опыт, большой скилл, а ты почему-то вот фокус делаешь на какой-то маленький проект, и тебе еще говорят, что ты что-то делаешь не так, или почему так дорого, там еще что-то, да. И вот реально ты теряешь очень много энергии, ресурсов.
А масштабные проекты, когда реализовываешь, например, вот Ирина Хакамада, да, мы приглашали, Александр Рогова, я на месте, вот просто, я на месте, потому что и люди, да, вот с которыми ты работаешь, на одном уровне находятся. И они не говорят, почему так дорого, да, то есть работая именно с такими людьми и реализовывая большие проекты, мне самой хорошо. То есть вот почему агентство недвижимости? Это тоже про ответственность, это тоже про масштаб, и я чувствую себя комфортнее. Я могла бы там печь торты, например, да, но я понимаю, что печь торты это не мое, да. То есть именно недвижимость, то есть вот этот фундамент, вот эту вот силу, мне важно вот это чувствовать. И это также ценность каждого человека. Каждый человек хочет иметь свои метры, да, и это дается непросто. То есть есть у нас клиенты, которые ограничивают себя очень сильно, то есть они имеют на самом деле возможность инвестировать, но из-за того, что у них, оказывается, есть какие-то ограничения в голове, они начинают там отказываться, вот, как-то вот мышление немного по-другому работает, и им начинаешь помогать. Ну, то есть задавая вопросы, тут я начинаю включать коучинг, да, свой опыт, и таким образом человек начинает, да, действительно уже грамотно подходить к своим жизненным целям. Вот. И потом, да, получаешь благодарность, и очень приятно становится. Вот. В какой момент вы поняли, что вы не просто пробег, а вот... Кризисный период. Я прошла операцию на ноге, и вот как раз в этот период появился осознанный бег. Я почувствовала, что, оказывается, я могу и не бегать. Да? То есть я на костылях ходила. Это была бытовая травма, и я прошла 2 операции. И вот в этот период я поняла, что, оказывается, я могу и не бегать, и когда вот наступил как раз период восстановления, мне важно было начать бегать, да, то есть уже заново начать бегать, и в этот период поняла, что не просто вот физически, да, ставишь, ну, то есть ты не просто спортивные какие-то цели ставишь, а именно осознанный подход. То есть я поняла, что мне важно мотивировать себя, поднять себя, то есть вот как раз бег с установкой, медитативный бег включать, бег с запросом, то есть ответы на важные вопросы. То есть вот как раз начала больше практиковать вот эти все упражнения, которые написаны в книге. И таким образом, да, у меня еще больше появилось желание вообще поделиться опытом. И да, вот получилось спустя 2 или 3 года, да. А как правильно расставлять приоритеты и не терять свою идентичность, не терять себя вот именно в суете каких-то дел? Важно постоянно работать над собой. И когда ты знаешь, кто ты, если даже выгорание, ты умеешь поднимать себя. И вот эти инструменты важно использовать, инструменты, которые помогают именно вам, да, то есть когда мне плохо, вот, когда энергии 0, я выхожу на прогулку или вот выхожу на практику осознанного бега. Или бывает, могу кофе попить, это тоже, как говорится, это инструмент, да, который помогает. Или я могу смонтировать рилс, такой мотивирующий, и я выкладываю, и мне самой от этого хорошо. То есть важно знать, что вы хотите. И потом, вот почему я веду блог в Инстаграме, мне нравится энергетика Инстаграма, и благодаря Инстаграму, на самом деле, в том числе, я научилась передавать мысли. То есть, вот если слушала интервью Яны, да, да, действительно, она правильно говорит, мне сложно было выговорить, мне сложно было говорить на русском языке. Да. После переезда в Москву много чего поменялось, и да, когда в окружении все говорят на русском языке, конечно, ты автоматически уже начинаешь постепенно
да, учиться. Я много слушаю еще. И вот все эти инструменты помогают в развитии. И важно использовать эти инструменты каждый день. То есть либо слушать подкасты. Я, например, если посуду мою или же убираюсь, я слушаю. То есть включаю наушники и слушаю какой-нибудь подкаст. Я слушаю разные материалы, то есть я могу включить Надежду Стрелец, я могу Собчак включить, Дудь включить, то есть разные. Поэтому у меня знание такое не узкое, вот такое обширное. И поэтому вот в работе именно с людьми это очень сильно в том числе помогает. Это очень интересно. То есть кто-то читает, а я много слушаю. Ну, то есть слушаю, и если говорить про чтение, мне очень понравилась книга «Ешь, молись и люби». Я читала 2 раза, наверное, да, во время сбора, вот как в период подготовки к марафону. Еще есть книги про Nike. То есть мне интересны такие книги с историей, да? То есть не фантастика, а вот именно истории людей. В студенческие годы почти каждый день я покупала Seven Day, журнал был, возле метро продавала. И там как раз интервью известных личностей. Я прям читала, да. Видите, это как бы, вот рост мой, да, это не про спорт только, то есть это вот гармоничное развитие. И вот оказывается, многие думают, что вот Марфа стала мастером, и это мастер помогает. На самом деле нет, то есть тут именно, да, как личность ты развиваешься. Не только вот ты читаешь литературу по легкой атлетике, да. А вот говоря про книги, про вот вы рассказывали, почему вы начали писать книгу, как долго шел вообще процесс? Вот. Так, примерно 2 года. И эта книга на самом деле учебник. Книга-учебник – это про то, вот когда ты знаешь свою миссию, ты знаешь, что ты будешь делать. То есть книга – это один из пунктов, да? То есть мне важно развивать. Я развиватор, я который создает что-либо. И вот как раз-таки книга один из пунктов, и хочется продолжать. И вот первый опыт есть. Я очень благодарна команде. На самом деле это не только моя работа. Вот видите, какая она красивая. И вот твердый переплет, дизайнерская работа, да, структура. То есть это действительно работа команды. И тему на самом деле вначале я не выбирала. То есть я хотела поделиться опытом, но именно названия не было. Там именно «Беги» или вот про баланс, то есть не было концепции, да, то есть структуры не было изначально. Все вот в пути. То есть когда ты знаешь, что ты хочешь рассказать людям, ну, постепенно начинает выходить. И поэтому вот еще раз хочу повторить, мы хотели завершить в 2024 году, то есть уже презентовать в 2024 году, но книга вышла в 2025 году. Почему? Потому что в конце ты начинаешь много чего менять, улучшать, но потом мне вот люди, с которыми я работала, говорят: Марфа, все, стоп, стоп. То есть бесконечно мы не можем, да, что-либо менять, потому что ты продолжаешь развиваться, а те мысли, которые например, 2 года назад, 1,5 года назад, уже как будто не актуальны, и ты хочешь уже поменять. Вот. И пришлось, да, остановиться. И важно остановиться, на самом деле. Вот эта история также про художника. Вот именно сегодня художник рисует так, например, а спустя, например, 5 месяцев он уже будет по-другому думать. Он захочет эту картину нарисовать по-другому. И вот у художников тоже есть такие принципы, что важно остановиться именно сейчас и дальше двигаться. Вот. Это на самом деле и в других сферах работает.
То есть то, что мы пишем сегодня, вот кто ведет блог, да, сегодня, оно завершается сегодня. А когда ты развиваешься, через год эти мысли могут поменяться. И это нормально. То есть ты не можешь... Вот человек родился, пятилетняя Марфа не будет такая же, как сейчас, например, да. Я тоже так же делаю в блоге в своем. Если я что-то сейчас сняла, сказала, то я обязательно выкладываю это без каких-то вот больших правок, типа я не думаю, ой, завтра еще посмотрю, что-нибудь сделаю. Я просто выкладываю как есть, типа как должно быть, потому что именно сейчас я типа вот такая. А так бывает, так что вот пишешь пост и берешь перерыв, да, и потом актуальность может поменяться, да. И я иногда специально делаю на завтрашний день, ну, то есть на следующий день я читаю заново, и уже по-другому ты видишь, уже по-другому говоришь себе, все, надо выкладывать. Чувство своей благодарности, любви передаю через проекты, да, реализовывая проекты. Вот этим летом еще у нас прошел один масштабный проект, вот трендеры саморазвития. Вот, и как раз таки презентовала я впервые книгу, и, возможно, многие удивились, почему Марфа не организовала только для бегунов, да? Потому что эта книга не только про бег, вот именно мне хотелось передать эту миссию и пригласила предпринимателей, да, в качестве спикеров, и вот мне важно было видеть, как люди будут реагировать. Это открытое мероприятие, каждый может присоединиться. И если говорить про наблюдения, то были люди, которые думали, что это не для них. Да? То есть на самом деле предпринимательская деятельность, ну, то есть вот спикеры, которые принимали участие, они люди, которые достигли результатов. Они ну, то есть каждый человек мог присутствовать. Мы реализовывали билеты, примерно 2000 стоило. Конечно, и пригласительные многим я дарила, да. А так, да, мы собрали чуть больше 100 человек. Вот. И на самом деле достаточно успешно прошло мероприятие, я была довольна, и спикеры были довольны, и гость у нас была, вот, с Москвы прилетела. Вот. И таким образом я показала, что тема бега это не только про спорт, тема бега это вот больше, чем просто физическое занятие. И вот сейчас я продолжаю эту миссию развивать, и буквально на днях мне из Москвы тоже знакомый отправляет аудиосообщение, он основатель одного из беговых клубов в Москве. И говорит, Марфа, говорит, вообще, он просто решил поделиться своими мыслями и как он видит. Он регулярно смотрит мои сторизы, мои публикации, говорит, Марфа, ну, то есть я смотрю, как ты транслируешь, да, то, что вот бег действительно помогает и ментально, и физически развиваться, и вот то, что ты с книгой вот, продолжаешь развивать любительский бег. Ну, то есть он дал такой классный отзыв, обратную связь, что мне действительно стало приятно. И, ну, то есть в нашей стране нету такого эксперта, который вот именно с таким регалием продвигает любительский бег. То есть я мастер спорта, да, и мастер спорта, и мама 3 детей, предприниматель, которые вот действительно, у которых есть опыт, да, результаты, и продолжают развивать именно осознанный бег и бег саморазвития. Есть вот блогеры, эксперты, которые с помощью бега развиваются, то есть они больше как любители бега и продолжают участвовать в марафонских дистанциях и действительно поняли, что бег помогает создавать жизнь и помогает в личностном росте.
и они делятся своим контентом. У них большая аудитория за счет того, что они уже достигли каких-то результатов, например, основатели какой-то компании, да, такие бизнесмены крутые, и они делятся своим опытом. Вот. А моя история немножко отличается. И вот сейчас такого бума на самом деле нет. Я книгу масштабно еще не презентовала. Вот планируем на Казанском марафоне презентовать впервые. И вот хочется, да, посмотреть, какой будет отклик. То есть изначально эта книга появилась на большую аудиторию. Вот важно знать еще, когда пишешь книгу, какая у тебя аудитория. То есть ты для якутян, да, пишешь, для своей родины, либо на большой масштаб. То есть, поэтому, да, миссия этой книги, да, более такая масштабная. Как вам удается совмещать все и вообще оставаться при этом очень такой красивой женщиной? Спасибо. Часто на самом деле получаю такой вопрос про то, как ты совмещаешь, как ты успеваешь. Когда человек действительно хочет что-либо реализовать, развивать, то он начинает включать тайм-менеджмент, да? То есть ты планируешь, но важно также научиться быстро принимать решения и более гибко относиться вообще к задачам. Потому что мы планируем одно, а бывает другое. И тем более сейчас мир очень сильно меняется. Сейчас мир быстрых решений, очень много информации. И важно убирать лишнее из своей жизни. Убирать лишнее и в приоритете оставить только те сферы и те задачи, которые необходимы, важны. Также умение делегировать. Делегировать тоже очень важно не забывать. Очень важно, да, если вы человек активный, да, нужны люди рядом. Вот. Еще как интересно, вы действительно держите себя в балансе, вот вы достигатор по характеру, да, спортсмены, они всегда достигаторы, да, но при этом вы мама, вы замечательная женщина, да, и как вам удается оставаться, мы же все говорим, женская энергия, да, то есть в погоне за какими-то своими амбициями мы порой растрачиваем ее, да, и вот как вы эту женскую энергию добираете, откуда вы черпаете женскую энергию? В беге есть женская энергия, в книге в том числе есть, это как инь и янь, да? Но важно это чувствовать. В беге есть женская энергия, это про то, как мы хотим выглядеть красиво, да? И сейчас это про экипировку в том числе. Сейчас, например, с развитием забегов, множество забегов, девушки хотят выглядеть красиво. Сейчас и брендов одежды очень много стало, ярких именно, в виде юбки, в виде... то есть женская энергия в беге в том числе есть. Но вот видите, от самого человека зависит, он берет это или не берет. Вот. На самом деле многие мне говорят, что Марфа, у тебя такая женская энергия сильная. Да, чувствуется в общении. Многие об этом говорят, и это, я считаю, с опытом пришло. Был период, когда действительно я чувствовала вот эту мужскую энергетику больше, да, достигаторство, да, я сделаю сама все, да. А потом, да, со временем пришло понимание, что важно женщине сохранить свою женскую энергию. И как это сохранить? Вот как раз-таки я бы рекомендовала вначале прочитать книгу. Все, девочки, спасибо большое за приглашение. Спасибо большое, что пришли. Спасибо большое вообще за беседу. Подписывайтесь на канал Марфы Троевой, на наш канал. И мы хотим сказать, пожалуйста, поддержите нас, поставьте лайки. Комментарии. Да. Ставьте лайки.
Вот, спасибо вам огромное. Всего хорошего. Всем пока. Да, всем пока. Мы очень волнуемся. У нас первая девушка на подкасте. Все мужчины мужицкий, были? Были мужчины. Да, мы шутили, смеялись, что это был мужицкий дочь, это был тренер Таня Александр Маеда и тренер вот Арман Савин. Все. Два героя, да? Два героя. Ну, Таня была, у нас было еще общее Да, совместное видео, моё. да, мы тоже даем. Это вообще 4-й выпуск был. А.